С молитвой и Божьей помощью в столице Коми открылась первая в республике православная гимназия при Свято-Вознесенском храме в местечке Кируль. С 1 сентября за парты сели 46 учеников начального звена. Причем, что интересно, не только крещенные в православии. Есть и баптисты, и даже мусульмане. Саму школу устроили на пожертвования, что называется, всем миром. Ольга Коняева о том, как проходит учеба в православной школе. Урок чистописания ученики выводят буквы пером и чернилами. Егор Аксиновский говорит, что ручкой, что пером уже одинаково. Зато польза от такого усердия научно доказана. Это буквально закалка характера. Развивает аккуратность, внимательность, дисциплинированность. В первом классе было сначала сложно, потом уже привыкли. Кому-то покажется пережитком прошлого и конторки, за которыми пишут стоя. И это вовсе не наказание за шалости. Это профилактика сколиоза и близорукости. Да? Дети во время урока меняют место. Один ребенок стоит, другой сидит. Да? Отдыхает позвоночник и глаза отдыхают. Вот это очень важно. Об этом я еще узнала 25 лет назад, когда я работала в лаборатории научно-исследовательской под руководством офтальмолога, ученого Владимира Филипповича Базарного. Детей обучают по современным образовательным стандартам в симбиозе с программой русской классической школы. К обычным предметам добавились церковно-славянский язык, арифметика, словесность, библейская история, основы православной культуры, хоровое пение. В планах ввести латынь. Предметов получается больше, но в пятидневку укладываются. А главное, ребятам нравится. Здесь даже планируют открыть дополнительные занятия. Мы хотели бы проводить какие-то курсы по церковно-славянскому языку, вот тому самому, да, потому что это корень русского языка, основа. На самом деле, если погружаться в него, то такие богатства русского языка открываются, что диву даешься. Мы просто все забыли уже об этом. Гимназия работает при старейшем из действующих Свято-Вознесенском храме в столичном местечке Кируль. Церкви 200 лет. Во времена религиозных гонений здания у верующих забрали. Использовали под гаражи, склады и хлебозавод. Только спустя десятилетия памятник архитектуры и градостроительства взяли под государственную охрану. В феврале 90-го вернули общине Русской Православной Церкви. Тогда началась реставрация и возрождение приходской жизни. Любое возрождение храма, оно подразумевает не только строительство самого храма и собирание людей, но и продолжение полноценной жизни в этом храме. Полноценной жизни в этом храме. А полноценная жизнь без воскресной школы, она не имеет, скажем, своего продолжения, не имеет своего смысла. Поэтому воскресная школа стала как одним из источников, который помогает объединять людей и самое важное, подрастающее поколение, чтобы действительно дети уже с малого возраста могли приучаться к тому доброму, светлому почитанию родителей, почитанию седины старости, изучение Святого Писания для того, чтобы руководствоваться уже в ним в дальнейшей жизни. Идея открыть православную гимназию родилась у отца Иоанна еще во время педагогической практики, когда увидел пробелы в духовном воспитании детей. Сначала при храме открыли воскресную школу, потом с помощью благотворителей за 6 лет возвели отдельное здание для гимназии. Не обошлось и без чудес, говорит настоятель храма. Теперь каждое утро в православной школе начинается с молебна. Все классы собираются на втором этаже, приходит батюшка, и мы молимся все вместе. Молиться приходят все ученики, хотя эта часть по желанию. Здесь обучаются не только православные дети, есть баптисты и мусульмане. А все потому, что здесь дают качественное образование. А еще для педагогов важно заложить в души учеников свет и добро, научить любви к миру и людям. Ольга Коняева, Анастасия Калмыкова, Владимир Кривцун, телеканал Юрган.